Ну, я его запомнила человеком таким волевым, мужественным, сильным. Он был в чем-то очень резок, но в то же время он тут же находил к тебе подход, отходил быстро. Свою решимость и характер у Мадгирей Марзаганов проявлял с самого детства. В 17 лет, добавив себе год в паспорте, он отправился добровольцем в ряды Красной армии. Служил в Белоруссии, потом в Литве, Латвии и Эстонии. И так до границы Советского Союза. В 1941 году Мадгирея, заместителя командира взвода, отправили с его частью в Польшу, где попал артиллерийский обстрел немцев. Он был очень сильно ранен, они очень оборонялись, но его ранило в легкое и в руку. Его товарищи тащили его до самого белорусского села, где его выходила семья белорусов. Укрывшую его белорусскую семью у Мадгирей называл мужественной и сострадательной. Они, по сути, совершали подвиг. За укрытие российского солдата немцы грозились расстрелом. Семья лечила его народными средствами. Они остановили кровотечение, раны начали затягиваться, а вот осколки в легких им вытащить не удалось. У него не было практически одного легкого. Даже вот я его знала с 1997 года по 2007 год. И вот при мне ему делали 2 операции, до меня делали. И каждый день приходилось делать такие процедуры. И у него из-за того, что нет легкого, выходила оттуда жидкость. Он страдал всю жизнь от этой раны. Ветеран Великой Отечественной, защитник Брестской крепости. Несмотря на ранения, он прослужил вплоть до 1946 года уже в Европе. Отучился на столяра, нашел свою семью в Казахстане и вернулся в 1991-м в родное селение Газиюрт. В 2007 году Мадгирей умер от рака гортани, но о своем отце и дедушке родные всегда помнят. Дети не хотят забывать, что их дедушка воевал. Они в школах постоянно выступают с докладами о нем. Вот сын учится тоже в России, тоже вот у них собирали эти бумаги, кто у вас где служил, ну, про ветеранов. Они не хотят забывать, естественно, и мы им постоянно о нем рассказываем. Старшие сыновья его и знали, и помнят, и другие внуки тоже хорошо его помнят. Мы каждый год участвуем в бессмертном полке. Его внуки ходят с его портретом, у нас даже лежит его портрет. И в этом году тоже собираемся. Впервые с 2019 года бессмертный полк пройдет очно. В Магасе будет организовано традиционное шествие, а в Сунже на стадионе Дьякова главное мероприятие, приуроченное к 9 мая. Хава Газикова, Магомед Даскиев, Новости 24.